Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане открыли новый участок автобана Ашхабад-Туркменабад. Президент Туркменистана подарил Марийскому вилаяту около 200 современных автобусов. Итоги третьего тура международного хоккейного турнира в Ашхабаде и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю открытия участка Теджен-Мары, высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабад. Новая автомагистраль имеет 6 полос для движения. На каждой стороне есть дополнительная полоса для аварийных ситуаций, кювет и металлические ограждения, чтобы не допустить выхода животных и людей на проезжую часть. Автомагистраль получила международные сертификаты соответствия качества, подтверждающие высокую безопасность трассы и применение при строительстве инновационных высоких технологий. В административном центре Юго-Восточного региона Туркменистана состоялось торжественное открытие Центра охраны здоровья матери и ребенка Марийского вилаята. Центр оснащен по последнему слову техники. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование для УЗИ, рентгена, КТ, ЭКГ, ЭЭГ и других современных методов диагностики. Лаборатория также использует передовые мировые технологии для всесторонних анализов. В Марийском вилаяте состоялась торжественная церемония открытия первой очереди коттеджного комплекса, возводимого вдоль автотрассы Мары-Ашхабад. В эксплуатацию введены первые 59 двухэтажных благоустроенных коттеджей из запланированных 200. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов передал в дар жителям Марийского вилаята около 200 современных пассажирских автобусов для качественного транспортного обслуживания региона. По территории Туркменистана проследовал трансграничный туристический поезд по Великому Шелковому пути. 36 туристов из 9 стран посетили города Мары, Ашхабад и Дашогуз, ознакомившись с памятниками древнего Мерва, достопримечательностями Ашхабада и горящим природным газовым кратером Дарваза. Тур был организован британской компанией Golden Eagle. Посольство Российской Федерации в Туркменистане в целях увековечивания подвигов героев-туркменистанцев в Великой Отечественной войне приступило к серии публикаций о них. Инициатива запущена в преддверии 79-летия победы в Великой Отечественной войне. Посольство призывает всех граждан Туркменистана поделиться семейными историями своих героических предков, чтобы их подвиги могли быть внесены в архивы дипломатического представительства. Биографии и фотографии участников Великой Отечественной войны принимаются на специальный адрес электронной почты, которую вы видите на ваших экранах. Дэвид Раш из США одержим рекордами Гиннесса. На днях он побил собственный рекорд, удержав на подбородке работающую газонокосилку в течение 9 минут 17 секунд. Это не первая попытка Раша установить рекорд в этой необычной дисциплине. 4 года назад ему удалось продержаться 3 минуты 52 секунды, но результат аннулировали из-за отсутствия травосборника на косилке. Несмотря на неудачу, Раш не сдался и установил новый мировой рекорд. По данным нового доклада ЮНФПА, Индия обогнала Китай по численности населения, став самой населенной страной мира. Население Индии оценивается в 1,442 миллиарда человек, в то время как в Китае проживает 1,425 миллиарда человек. Около четверти населения Индии составляют дети в возрасте до 14 лет. Доля людей в возрасте от 15 до 64 лет составляет 68%, а люди старше 65 лет – 7%. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Индии составляет 71 год, а женщин – 74 года. Прогнозируется, что население Индии продолжает расти и к 2101 году может удвоиться, достигнув 2,8 миллиарда человек. На продолжающемся в Ашхабаде международном турнире по хоккею с шайбой завершились поединки третьего тура. Восьмикратный чемпион Туркменистана Галкан одержал третью на турнире крупную победу, на сей раз над командой Icebox из Ирана со счетом 13-1. Таким образом, после 3 туров в группе А лидерство с 9 очками удерживает Галкан. В группе Б лидерство с 6 очками делят Орхис Казань, белорусский Волат и казахстанская Акмола. В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский Реал на выезде одолел английский Манчестер Сити. Первая встреча этих команд завершилась в ничью со счетом 3-3. В основное время ответной игры соперники обменялись голами. У Реала отличился Родриго, в составе Манчестер Сити забил Кевин Де Брюйне. В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти победу одержал мадридский клуб со счетом 4-3. В полуфинале Реал сыграет с Баварией, которая в четвертьфинале прошла Арсенал. Во втором полуфинале встретятся Боруссия и французский ПСЖ. Первые матчи 1/2 финала пройдут
30 апреля и 1 мая. Ответные игры состоятся 7 и 8 мая. Женская футбольная команда «Олимп» из города Мары возглавила турнирную таблицу чемпионата Туркменистана после первого круга. На счету марийских футболисток 13 очков в 5 сыгранных матчах. Ашхабадская команда «Алтын-Тач» отстает от лидера на 1 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице. На третьем месте с 10 очками идет «Мирас» из Туркменабада. Всего в чемпионате участвуют 6 женских футбольных клубов. Помимо команд лидеров в турнире также выступают «Балкан» из Балканабада, «Ашхабад» и «Гургенчи» из Дашогуза. Второй круг национального первенства запланирован на осень этого года. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.